Украинец Николай Дмитриевич, член Союза писателей России, лауреат Государственной премии Удмуртской Республики в области литературы. А так, давнишний руководитель, значит, в какой-то степени наставник у русских Сергея Тавевича. Я к нему отношусь как к своему сыну, потом к сыну, удачно сделавшему свою жизненную биографию. И знаю его с февраля 1983 года. В феврале 1983 году, это уже давно было, 20-е столетие, появилась тогда новая работа с молодежью, а у нас молодежи было много в военно-строительном тресте, общежитие. И бывший директор Дома культуры и строителей Журомский Ростислав Михайлович однажды говорит: нам надо бы принять в Дом культуры человека, который бы занимался только дискотеками, занимался, молодежными программами, потому что молодежь не всегда ходит в Дом культуры, а уходит в разные другие места. Значит, я говорю: нет, проблемы принимай, ты несешь ответственность, только всегда тогда к дискотекам отношение было такое очень, настороженное. Вдруг молодежь будет собираться, чтобы там не было драк, не было это все. И через какое-то время, он мне говорит, что надо поехать посмотреть, как работает молодого человека, которого мы приняли по фамилии Русских. Значит, я приезжаю, он действительно очень старательно создал себе уже здесь уголок с определенной музыкальными аппаратурой купили. И когда по весне наступили уже мартовские, апрельские, весенние и летние периоды, то я должен сказать, на площадках танцевальных и в Доме культуры не было отбоя от молодежи. Очень прекрасно проходили все молодежные мероприятия. И, конечно, была одна из заслуг, то, что он удачно, трудолюбиво взялся за это дело. А по жизни, можно с позиции уже нашего возраста сказать, что достигает успеха тот, помимо, конечно, разума, желательно, чтобы он был, помимо, конечно, определенного таланта, но прежде всего должна быть высокая работоспособность, и надо любить свое дело. И Сергей, он всегда любил, чем он занимался. Он потом начал участвовать в конкурсах, тогда всесоюзных. Он начал, тогда помаленьку, писать уже стихи, создавать определенную музыку. А когда достиг более творческого возраста, то, конечно, его песни сегодня поют, будем говорить, уже по-старому наши ветераны треста и другие с большим удовольствием. Над Ижевском небо голубое, это уже стало вообще на всех вечерах. Да, а некоторые даже не знают, что написал наш сотрудник, написал Сергеевич Русских. Я ему недавно об этом говорил. Слушай, народ поет, но не всегда уже знает, что ты живешь среди нас. И, конечно, я очень радуюсь, что на сегодняшний день его творческие, композиторские дела, уже как поэта, очень достигли хорошего, высокого профессионального уровня. Я недавно, когда шла передача по радиостанции нашей Удмуртии, Михайлов проводил, настолько была удачная передача, что я слушал с воодушевлением, со слезами на глазах. Я радовался сердцем и душой, что на таком высоком уровне сегодня звучат его песни, звучат его стихи, звучат его басни. Поэтому хотелось бы, он сегодня, Сергей Тавевич, достиг такого самого хорошего уровня. Очень хотелось бы, чтобы это творческие успехи, прекрасная его супруга Алина, жена, очень много ему помогала всегда и помогает по сегодняшний день. Семейная обстановка очень хорошая, такая дружелюбная. Насколько я их помню, девочку с самого маленького возраста, сегодня она уже прекрасная певица, прекрасный человек в искусстве.
Поэтому, чтобы эта творческая семья, творческий коллектив, он лично, чтобы они надолго продолжали эту деятельность и, конечно, радовали нас, слушателей, радовали нас, друзей и товарищей. Спасибо ему.